вам не даст жить, мы ничего не можем. Фотографии в компьютере, да редкие телефонные разговоры. Вот что сейчас дает Айгуль Зайнуллиной надежду на то, что с ее сыновьями все в порядке. Она рассказывает, неделю назад, когда сама Айгуль была на гастролях, а дети с родственниками, 9-летнего Амирхана и 10-летнего Тамерлана забрал и увез их отец. Без вещей, без средств гигиены, просто людей напугав, детей напугав, увез и скрылся в неизвестном направлении. Сейчас я узнала, что мои дети с бывшим мужем находятся в Казахстане. Узнав об этом, она выступила в соцсетях, обратилась в полицию и прокуратуру. Женщина считает, это прямое нарушение закона. На руках решение Советского суда Казани, по нему сыновья должны жить с ней. С отцом они могут видеться 4 дня в месяц и 28 дней во время летних каникул. Но только с разрешения мамы. По сути, детей лишили привычных им условий. Родного двора и прогулок с друзьями. И до сих пор ни мама, ни ее ближайшее окружение не знают, где действительно сейчас находятся дети. И если там такие условия, это выясняют республиканские инстанции. А в случае, если действительно установится факт хищения, то в рамках уголовно-процессуального законодательства будет рассматриваться вопрос вплоть до возбуждения уголовного дела в отношении бывшего супруга. Это соглашение на твою мать сделано, что она может вывозить, но не ты. На 3 года. Экс-супруги встретились у судебных приставов. Оказалось, что мужчина действительно оставил детей у мамы в Казахстане, а сам вернулся в Казань, где и объяснил приставам свою позицию, считая, что вправе вывозить детей из страны. В объяснении сказано, что и сама супруга лишала его возможности встречи с детьми в дни, положенные законом. Сама Айгуль уверяет, лишала не она. В эти дни сыновья активно выступали на мероприятиях. Так как в дни летних каникул, 28 календарных дней, суд Советского района определил мне со мной пребывание детей и плюс 5 дней за май, которые не исполнила по решению суда Зайнуллина Айгуль. Мои дети будут находиться эти дни со мной. Только приставы требуют, чтобы отец привез детей обратно, так как он нарушил постановление суда. В рамках исполнительного производства приставам вручено требование в 6-дневный срок со дня вручения требования вернуть детей на территорию Российской Федерации. Неисполнение данного требования влечет за собой ответственность. У мужчины меньше недели, столько же и у бывшей жены до встречи с детьми. Детей пока со мной нет, я много лет верила этому человеку. И даже в этой ситуации, вот до вчерашнего дня он мне звонил, говорил, что давай договоримся, давай мирно решим. А потом идет к приставам и пишет на меня заявление. Что сейчас с сыновьями, по словам Айгуль Зайнуллиной, ей остается догадываться. Уже несколько суток она не может с ними связаться. Рамиль Шайдуллин, Ильшат Мухаметов, Данил Филатов и Александр Лобанов. ТНВ. Казань.